танк есть много возможностей. Сегодня едем к танкистам из полка Башкортостан. Сейчас уже приехали на позицию, где нас заберут прям непосредственно ребята с передовой. Здесь до противника менее 5 километров. Будем работать на танках. Надо сказать, что в полку нашем Башкортостан очень мощные современные танки. Танк Т-90, прорыв. И хочется сегодня посмотреть, как работают наши парни. Домой. Это сейчас выход. То есть это наши бьют. Лицо показываем, потому что я сделал свой выбор сознательно. Я все детство прожил на Западной Украине, в гарнизонах, на самой-самой Западной Украине. Я свободно владею украинским языком, любым диалектом, я их понимаю. Я понимаю их идеологию. Я видел живых бандеровцев, которых освободил Хрущев. И они жили рядом в маленьких этих поселках, городах. Я видел и памятники расстрелянным, то есть я с детства в этой обстановке жил, и это как бы и послужило толчком к тому, чтобы я пошел на СВО. Ребята все взрослые в основном, средний возраст около 40-45 лет. У многих за плечами армейская служба, у многих за плечами серьезная работа на вахтах, то есть специалисты широкого профиля профессионально подходят к обслуживанию, эксплуатации техники, учат молодежь работе при технике вооружения, новую технику, новые танки осваивают, идет охота на эти современные танки. Их постоянно пытаются найти, отследить, поэтому большое внимание очень уделяется скорости и маневру. То есть танк выходит, экипаж отстреливает, танк уходит обратно на позиции и очень тщательно маскируется. Когда я служил на танке Т-62, основным противником нашим были леопарды, челленджеры и абрамсы первых поколений. То есть мы их изучали, их применение, тактику ведения боя. Но это Т-62, они тоже есть сейчас модернизированные, а у нас Т-90, это на голову выше танков тех 80-х годов, которые есть у противника. Современных танков у них было немного, они их сделали на старых советских запасах, сейчас эти танки у них в основном повыбиты. Приходящая к ним западная техника, это танки 80-х годов. Старого образца. Да, это танки старого образца. Название современные, а танки старые. Так, грузимся, короче, КамАЗ, будем ехать здесь. Пацаны тоже залазят, что-то там прилетает. Выход. Мы уже экипированы, едем на позицию. Дальше проехать, в общем-то, на том УАЗике было уже невозможно. Постоянно слышны, в общем-то, выстрелы, идет постоянная борьба с противником. Едем к ребятам, едем пообщаться, узнать, как проходит их работа. Вот здесь тоже сидит парень из Октябрьского, салат. Очень, говорят, грамотный специалист. Прошил все танки. Танки у нас крутые, да? Самые крутые. Самые мощные танки. Ильгиз, как настроение? Отлично. Я буду участвовать. Помогаю вам. Вот такие у нас парни. Условия у пацанов на самом деле непростые. Да, еще фейерверки на фоне. Кто-то за такое платит. Кто-то платит, да. Азат Камиль чуть сальто не сделал. Это лучшая работа в мире. Так выглядит одна из рот танкового батальона. Здесь все замаскировано. Парни обустраивают быт, сейчас копают. Основательно здесь строят. Мне кажется, вот здесь вот прям двухкомнатная квартира большая. И брус, вот обратите внимание, брус из бруса делают. Надеюсь, пацанам будет тепло. Вот пацаны только приехали с задания. Еще даже не успели выгрузиться с танка. Городу Октябрьский, городу Туймазы, село Наротасы. Салам, Кишмы! Черняковке особенно большой привет от Водянова. От Лысого!
Вот и цивилизация никогда не Город видел. Бирск, привет. Ну, Патауна, привет, Амурдан. А из Благовещенска кто-нибудь есть? Да ладно. Земля. Привет, привет. Каждый друг друга поддерживает морально, физически. Ну, настроение боевое у всех. В каком режиме приходится работать? Тут уже как командование поступит, и сразу едем на бой. Позывной Тохан. Работаю зенитно-ракетной. Работаю по птицам. К ребятам прикомандирован, как бы оберегать небо, от неба защищать, все дела. Приборы недавно новые заехали. Теперь птицы нам не страшны. У меня ребята здесь много. Очень много ребят здесь. Погибших тоже много было. С кем в Таджикистане вместе воевали. Служили, службу несли. Ну и охота, чтобы домашние включали телевизор и видели только приятные новости, а не о войне. Сам из города Бирск. Привет передаю супруге и сыну. Кто, если не я? Здесь у меня близкие, брат здесь, как бы пацаны здесь. Ну, их одних не оставишь, поэтому решил, что моя помощь здесь понадобится. Дома ждут родные, мама, бабушка, дедушка, жена, а также дети ждут. Твой позывной? Зевс. Зевс? Откуда Зевс ты? Хайбулинский район, село Океан. Ого. Расскажи, пожалуйста, о своем решении, почему решил пойти на СВО? Я думаю, каждый мужчина должен защищать свою родину. Вот я вижу, ранение, да, получил? Да. Расскажи, пожалуйста, что произошло? Ничего, по лбу осколок попал и все. Так ты просто об этом говоришь? Страшно хоть было, нет? Ну, маленько было. Вообще, вот часто прилетает? Каждый раз. Кто Всё, дома всё. ждет? Скучаешь по дому, нет? Конечно. Домой хочу. Жене, дочери. Скоро отпуск, вот 26 числа. Поеду к своим близким, родным. Мать увижу, жену, дочь. Ирина, я тебя люблю. Слава России! Хочу всем передать своим пацанам, воюйте, ребята, ну, до победного. Позывной «Чайка». Откуда вы родом? Я уфимский, Уфимский. с Уфы. Вот на СВО почему решили пойти? Решил пойти, потому что мои дети вот это вот не видали ничего. Пока мы живы, мы это предотвратим. Это сейчас что, полетели наши? Это наши отработали, сейчас вернулись, они возвращаются. Наш самолет. Слушайте, ну чувствуется, что, как сказать, армия России, вот, как сказать, все работают? Ну все работают, да, все стараются, как бы, все бьют врага. Третий, да, на третий зов. Тогда мутика заводите. Я 301 обещал, не получится. Нет. Тогда мутяк. Уже добрались до точки, откуда сейчас идет подготовка к реальному бою. Мы сейчас идем на боевое задание. Ровно 16 минут на подготовку. Айгир-1, Айгир-1, я Айгир-3. За 5 малых я предупрежу. Как принял? Принял тебя полностью. Я Гер-1, конец связи. Это сейчас общение с БПЛА, да, с парнями? Наши парни на передке, которые. Они дают непосредственно координаты? Они перед выстрелом поднимают птичку и смотрят попадание, прилеты и ведут корректировку. Это что такое? Ты прокомментируй, Это пожалуйста. беспилотник, получается, на днях ребята сбили. Мне вызвали, я тут как специалист то есть по обезвреживанию, до чуда ребята вот специалисты по летанию, а я по их обезвреживанию. Подъехал, то есть подошел, здесь вот не так далеко, буквально метров 150-200 упала она. Подавала сигнал жизни еще, пищала очень сильно, материлась. Но самое интересное, это... То, что у нее внутренности, когда я достал, то есть мозги достал, на мозгах был United Kingdom производство. Это, в общем-то, Великобритания. к слову о том, кто против нас, да? У него карбоновый каркас стоит. Пластик облегченный, там полностью все сделано по красоте. Ну, то есть это уже не какое-то кустарное производство, это прям именно делали где-то на заводах. А вот здесь вот, если так подумать, да, не только же танкисты работают, вот работают и с БПЛА, артиллерия. ребята, артиллерия, а в связке получается работать нормально, друг друга конечно, поддерживаете? Конечно. Ребята выезжают на танках, их потом артиллерия прикрывает. Также вот подразделение, с которого я командиром отделения являюсь, зенитно-ракетное, прикрывают с воздуха, то есть воздух прикрывают, чтобы ни птицы не прилетали, ничего. То есть все скооперировано, все слажено. Разведка дает, разведка работает.
подает нам координаты, по координатам ребята отрабатывают. Танк очень надежный, никогда не подводил. Быстрый. Воюем нормально. Ждите нас с победой. Можем работать с закрытых позиций. Также можем работать открыто, лоб в лоб. Любые задачи можем выполнять, которые предназначены для танка. Экипаж замечательный. Лучше людей не найти. Самые лучшие люди здесь собрались. Привет, Башкирия, Уфа и Глино. Всех люблю, целую, семья. Загружаем компьютер, получили данные, координаты точек. Сейчас ввожу компьютер. Ну и все, можем уже выдвигаться. Вам легче в управлении стал. Ввел координаты и уже можно стрелять спокойно с закрытых позиций. Также, не дай бог, кто-то на вас навел лазерный прицел. Есть автоматически подается сигнал. Если да, на пульт, я нажимаю, разворачивается пушка. В том же направлении, где лазер на меня наводится, я выпускаются дымовые занавесы, чтобы меня засекретить. Товарищ командир, сейчас выезжаем в каком составе, да, для какие задачи? Задача одна — боевая стрельба по цели. Выезжаем рабочий танк, БМП для поддержки и антидроновая группа. Поехали! Вот, антидрончики вот сидят. Сейчас уже танк Т-90 на позиции, боевой, прицеливается, ждет корректировок от беспилотников, от наших БПЛА Хайгир. Ребят, остается буквально 6 минут до боя. Марс! Марс! Яскив, привет! 1-1, да. Подняли ребята птичку на передке и наблюдают, куда будет попадание с танка. А цель какая? Цель блиндаж противника. Наблюдательный пункт. Сколько километров? 3 километра. Короче, первый же выстрел есть, мне кажется, второй надо туда же, потому что первый холодный ствол. Сразу 2 подряд надо, а потом уже корректировка, по сути. Готовы? Оказаться на самом деле под огнем танка — это не самое приятное чувство. Дрожь прям по всему телу. Сейчас уже были 2 выстрела. До сих пор в ушах звенит, должен быть еще один выстрел. Сейчас ожидается 3-й выстрел. Противник от нас находится где-то в 3 километрах. Бьют по блиндажам. По первым 2 есть внимание, что есть попадание. Сейчас ждем 3-й удар. Надо отдельно сказать, что изначально планировалось всего лишь 3 снаряда, но из-за того, что наша бригада, в общем-то, сейчас данная, да, попадает успешно, сейчас есть команда бить еще, добивать врага, и уже по счету 7-й снаряд, и вот сейчас на фоне должен быть 7-й снаряд или 8-й, уже даже я сбил со счета, но, в общем, наши парни нормально работают. Давай, уходи. Спасибо, Геради. Как отработали? Отработали хорошо. Башкортостан, ЛГ. За нами правда и победа! И песня в том поруга нерушимой крепкою семьей. 3 танкиста, 3 веселых друга,
экипаж машины боевой.